Канашской автошколе ДОСААФ России прошел шашечный турнир и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди членов Общества ветеранов энергетики города Канаша и Канашского района. С какой целью проводилось мероприятие, каковы задачи этого мероприятия, кто является организатором соревнования и турнира, как часто проводятся мероприятия среди ветеранов и много ли желающих принимать в них участие, об этом нам рассказал председатель правления общественной организации ветеранов энергетики города Канаш и Канашского района Геннадий Николаевич Павлов. Представляем себе, это общественная организация ветеранов энергетики города Канаша и Канашского района. Наша организация создана, в этом году будет ровно 5 лет, как эта организация, организована. У нас все энергетики, проработавшие, на предприятиях, южных сетях и других предприятиях, также и в сельской местности. У нас имеются ветераны, которому самому старшему ветерану ему 82 года. Это Ионов Виталий Иванович. Он из деревни Байгильдин Канашского района. В прошлом году отметили 80-летие двух наших товарищей: Егора Петра Егоровича, он бывший работник южных сетей, и Сикольского Николая Алексеевича. Он представитель села, он работал в сельском хозяйстве, проживает в деревне Аниша-Пердина. И в этом году ожидается юбилей. Турханов Феликс Тихонович, он проработал долгое время, в городских электросетях. Это общество создано для того, чтобы помогать друг другу, ветеранов. Кому оказываем материальную помощь, кто болеет, им тоже оказываем материальную помощь. Вместе справляем, юбилеи, круглые даты такие: 70, 75, 80 лет, и дальше, сколько получается. И работаем мы в начале года, в этом году, в декабре 20 числа, на общем собрании утвердили план работы. Одно из планов работы у нас, ко Дню защитника Отечества мы, организуем соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и игре по шашкам, русским шашкам. И у нас ряд других, намечено на этот год примерно 7-8, мероприятий мы должны, провести. В том числе мы включили в план работы посещение Сурского рубежа. Это мы где-то в летнее время, июль-август месяц будет. Кроме этого, у нас будет в плане предусмотрено отдых, в летнее время тоже, июля месяца, это на пойме реки Цивиль, отдых совместно нашими ветеранами. Геннадий Николаевич, скажите, пожалуйста, много ли желающих принимать участие в мероприятиях? Много ли ветеранов активных? У нас всего числится 30 человек пока. Это не конец. У нас каждым годом увеличивается число этих, наших членов общества. Конечно, возраст тоже свои сказывается, поэтому некоторые болеют, но все-таки пенсионный возраст. Поэтому где-то мы рассчитываем процентов на 50. Где-то человек 15 должно участвовать, я думаю. Основные цели – это чтобы мы все-таки, ветераны, иногда не хочется выходить. Как выйдешь, неохота заходить. Поэтому, чтобы поддерживать друг друга, создали это, общество. Пропаганда активного образа жизни у вас среди ветеранов. Так можно назвать. Да, отлично, здорово. Эти мероприятия, запланированные в рамках месячника, направлены на то, чтобы ветераны с удовольствием соревновались между собой, показывая хорошие результаты как в шашечном турнире, так и в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки. За небольшой период времени участники в очередной раз смогли проявить свои способности логически мыслить, просчитывать свои ходы и предугадывать действия соперника. Вся игра шашечного турнира прошла в духе азарта и живой заинтересованности ветеранов-энергетиков. Затем участники мероприятия приняли активное участие в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки. Стрельба производилась с расстояния в 10 метров в положении сидя. Каждый участник выполнял 3 пристрелочных выстрела и 5 зачетных.
Что можно сказать? Ловкости, внимательности, сосредоточенности, уверенности и устойчивости у наших ветеранов не занимать. Нам есть чему у них поучиться. Заряжай! Огонь! В действительности это было дружеское соревнование, в котором участвовали те, кто увлекается шашками и стрельбой из пневматической винтовки. Главное для участников турнира и соревнования не столько победа, сколько содержательное проведение досуга. На пробном костёрку не делайте. Вот сюда здесь. Вот посередине. Так должно упираться, правильно? Опору глаз. Все участники получили заряд позитивных эмоций и хорошего настроения. Людмила Матвеева, Галина Семенова. ДОСААФ города Канаш.